Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза и спросите у него: мой милый дорогой, что ты думаешь обо мне прямо сейчас, в этот самый момент? И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Хо-хо. Девочка, а что вы ему сделали? Что вы с ним сделали? Боже мой. Мужчина, знаете, какая у него мысль? Говорит, шикарная женщина. Вот как хорошо бы было, если бы моя, вот прям моя, от макушечки до самых пяточек. Вот о чем он думает. Девчонки, либо вы встретились с ним сегодня и были особо хороши, прям, ох, у него аж слюнки на вас потекли. Либо вы какую-то фоточку выставили, а он сейчас сидит, любуется вашей фоточкой, на вашу фоточку, ну что он делает, как бы помягче это сказать, медитирует, да, на вашу фоточку и думает: боже, какая женщина, ну это же просто блаженство, да, обладать такой женщиной. Вот какие у него мысли, такие, знаете, неприличные мысли у вашего мужчины прямо сейчас. Да, девчонки, запомните, что вы сделали, запомните. Вот именно это вашего мужчину, ну, выбивает из колеи. Вот именно когда вы выглядите так, либо так себя ведете, так с ним общаетесь, говорите, такая вот красивая при параде, вот именно этим вы можете этого мужчинку брать голыми руками. Серьезно вам говорю. Запомните, что вы сделали. И это вам прям как ваше оружие. Оружие, либо, знаете, как инструмент, который поможет добыть этого мужчину, если вы не вместе. Если вы вместе, если в паре, в браке, ну, я вас поздравляю. У мужчины обострение эмоций, чувств к вам тянется, желает. Прям, знаете, как вы для него какая-то совершенно новая, прям, знаете, свежестью потянула. И вот хочется с вами близости, хочется с вами не только физической близости, но и душевной. Хочется о чем-то поговорить, совета вашего спросить, может быть, на что-то пожаловаться, да, там какие-то проблемки у него есть. Хочется вашего участия в его жизни, вот чего ему хочется. Так, что еще думает о вас? Думает, что вы слишком какая-то гордая, слишком независимая, и его это пугает, девочки. Его очень пугает ваша самостоятельность. Ну, может быть, вы из тех женщин, кто сама там и гвоздь забьет, и лампочку поменяет, там новую вкрутит, и какие-то дела порешает. Раньше он этому радовался, да, либо он мечтал, чтобы у него была такая женщина, которая бы сама всю там бытовуху на себе тянула, да, и не жаловалась. А теперь он чувствует себя никчемным, он чувствует себя ненужным и думает: о, а зачем я ей нужен? А вообще кому я нужен такой? Не могу плинтус прибить, не могу там, не знаю, карниз повесить. Кому я такой нужен? Вы его заставили задуматься. Действительно. И вы знаете, вот он по вам судит всех женщин. То есть, какая вы сильная, он думает, все женщины такие. Господи, я никому не нужен. Если я ее потеряю, то все, я останусь как сиротинушкой один навсегда. И никто меня больше не примет и не полюбит. Хотя ему никто больше, кроме вас, и не нужен. Да, вот у кого-то отыграется, что мужчина, ну, скажем так, может рассматривать других женщин. Может быть, он там журналы для взрослых 18+, может, фильмы смотрит. Может быть, любит
женское общество, да, там поболтать с женщинами, там пококетничать, но, девочки, вы для него одна единственная, поверьте, вот и вас он ни на кого не променяет. И даже если какая-нибудь там отчаянная девушка снимет трусы и прыгнет к нему на лицо, он прям скажет: фу, какая гадость, женщина, вы не в себе, да, если надо, вызову вам скорую. После вас, после общения с вами, близкого, интимного общения, либо просто, может быть, у вас и не было интимного общения, но между вами вот это случился контакт, случилась вот эта энергетическая близость, ему другие женщины, они не заходят. Они для него, да, ну, там, кто-то симпатичный, кто-то более-менее симпатичный, там, у кого-то попа, у кого-то сиси. Но нет тяги к другим женщинам, нет интереса, вот именно физического интереса. После вас другие женщины пресные. Вот ничего к ним не чувствую, никакого вкуса. Ну да, женщина, ну да, там, фигуристая, ну и что? Не хочу, я хочу именно мою хочу. Кстати, вот чтобы вы понимали, неважно, сколько вам лет, неважно, какой размер у вас там груди, бедер, талии, сколько у вас живого веса, это не важно. Вы для него самое идеальное. Только вы его приманиваете, примагничиваете, привлекаете, понимаете? К вам он готов лететь, как вот этот мотылек на свет. К другим не. Какая-то брезгливость, какое-то, знаете, такое вот лень, отсутствие желания. И вообще, знаете, не хочу. Других не хочу. Вот ее хочу, других не хочу. Даже близко не хочу. Даже если сами предлагают тебя, все равно не хочу. Вот такой вот он. Кстати, кто в паре живет, над ним мужики могут издеваться из-за этого. Ну, они там женщин обсуждают, а он всегда такой, знаете, на своей волне. Либо, знаете, они обсуждают какую-то женщину, он говорит: а вот моя жена. И такой прям, знаете, одухотворенный начинает рассказывать, какая вы прекрасная. А они там, знаете, кривятся, говорят: фу ты дурак, ты с женой своей уже 20 лет живешь, и все ей восхищаешься. Да, стебать даже его за это могут. А он все равно продолжает вами восхищаться, девочки. Вы для него уникальная. Вы для него, ну вот прям, знаете, как единственная ценность. Вот вы кто для него. Да, не всегда он об этом говорит. Да, не всегда он это показывает. Но такой вот он у вас. Специфический мужчина. Зато ваш, мои хорошие. Если у вас ситуация, что ваш мужчина с другой женщиной находится, ну, девчонки, что сказать? Он ваш, даже если он с другой женщиной. Та другая женщина, может быть, чем-то хитростью удерживает, может быть, какими-то манипуляциями, а может быть, ну, так исторически сложилось, да. Но он душой и телом только ваш, и я так понимаю, что будет действовать. По крайней мере, в сегодняшнем дне у него руки именно к вам тянутся. Именно вот так. Хочу ее пощупать, поприжимать ее к себе хочу, зацеловать ее хочу. Вот такое у него, девочки, настроение. Об этом он и думает. Так, кто у меня поссорился? Здесь есть у меня пары, которые в ссоре, какие-то проблемки между вами, какая-то даже напряженочка между вами образовалась. А там мужчинка уже готов к примирению, уже, знаете, как лыжи навострил в вашем направлении, скорее всего, двинется. Либо сегодня, либо завтра. Уже не втерпешь, не может он больше терпеть, он же совершенно не обижается, остыл. Наоборот, хочется любви, наоборот, хочется, вот прям вас хочется. Ждите. Прибудет, вот первым же поездом прибудет, если он где-то далеко находится, или первым самолетом прилетит, уже готовится. Там, может, там, подбирает вам подарочек, думает, какие там цветочки пошикарнее вам купить. И будет идти мириться, восстанавливаться. Ну, без вас и жизнь не жизнь. Какое-то как затмение. А солнышко-то хочется. Ой, как хочется. Ой, девчоночки. Я бы сказала, что он озабоченный под тем картинкам, что я вижу, но он желает только вас. Поэтому не озабоченный, а влюбленный. И действительно, вот именно на вас глаз у него горит.
Ну что, я вас поздравляю. Ваш мужчина прям пылает в ваш адрес. Если вы давно ждали, хотели, надеялись, вот ближайшую встречу, может быть, вы на мужа смотрите, да, он сейчас с работы должен прийти, попросите у него всего, чего хотите. Поверьте, он вам все даст. Вот он в таком настроении, чтобы вас счастливой делать, чтобы вы улыбались, чтобы вам, знаете, как отказу ни в чем не было. Вот в таком настроении. Если есть что попросить, просите, обязательно получите. Кто ждет мужчину, мчится, он уже, понимаете, его трусит, как он хочет вас увидеть. Его уже тут ничего никто не остановит. Понимаете, и мир перевернет, лишь бы до вас доехать. Вот так вот он по вам соскучился. Все, мои хорошие, у вас будет. Все будет хорошо. Так, на этом все. Очень, кстати, милая цыпочка, такая энергетика, прям такая сладенькая идет, такая тепленькая, сладенькая, нежная. Я вас, девочки, поздравляю. Вы с правильным мужчиной находитесь. Ну и мысли у него по отношению к вам очень правильные. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.